Более 85 работ в жанре графики, живописи, декоративно-прикладного искусства были представлены сегодня здесь, в Центральном выставочном зале. Каждая из этих работ нашли отражение событий, связанных с переживанием трагедии, послевоенной жизни, а также времени мира и созидания. Идея написать картину «Рица. Ультрамариновые горы» у художника Руслана Габлия появилась еще 20 лет назад. За это время работа была несколько раз переиздана. Добавлены новые краски, немного изменен пейзаж. Последний вариант картины представлен на нынешней выставке. По словам автора, в своей работе он постарался изобразить мир без войны. На выставке тема войны и мира были тесно переплетены. Все выглядело так, будто одно теперь уже не может существовать без другого. Жители Абхазии, защищавшие свою родину, стали объектом творческого изучения и отображения их героических поступков во многих представленных работах. Это память художника Мхонджия, воспоминания от Гура Ампар, 41 год Виссариона Цвижба, скорбящая мать Виталия Джения, портрет ветерана Леонида Эник и многих других художников. А вот работы Нодара Цвижба только о мире. Это один из этюдов на Вафонском монастыре. Это целая серия, у меня целая серия работ. В данное время я занимаюсь тем, что продолжаю работать. Вот. А одна из как бы более или менее завершенных я выставил. Обычно вообще к празднованию Дня Победы говорят, что нужно принести работы, связанные с войной. Вообще-то очень много художников из наших нынешних, более 90% они все воевали. Но при этом они не то что мало обращают внимания, они из-за того, что относятся очень к этому вопросу ответственно, мало работают на тему войны. Не то, что надо забивать о войне, надо стараться, чтобы оно не было ни в головах, ни в сердцах. Выставку «Война и мир», приуроченную к 25-летию Победы, посетили президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер парламента Валерий Кварчия. Выставка продлится еще 10 дней. Каждый желающий в течение этого времени сможет посетить экспозицию в Центральном выставочном зале. Зария Смыр, Сергей Демянов, Абхазское телевидение.